Всем привет! Сегодня у нас 3 уже ноября. Смотрите, как здесь все. Это 203 микрорайон у нас. Сегодня температура минус 39. Ну, такая была как бы... Я смотрел по интернету ночью, да? Ну, сейчас будет теплеть, конечно, днем. Ну вот, походить вам, поснимать. Мороз, виды. Тут с той стороны 202 микрорайон, а с этой 203. Вот видно, да? Вот с этой вот 203, а с этой 202 микрорайон. А он перегорожен вот такой, как бы, тут, это траншея, да? Вот такая траншея есть. Вот этот песок, он весь здесь насыпан, понимаете, вот этот, все это здесь насыпано, и здание вот здесь вот на насыпном песке, вы представляете, да, как все интересно. Ну, вот у нас стоят машины, пыхтят, и причем вот особенность вот этого 203 микрорайона в том, что, смотрите, у нас же дома все на сваях, а здесь удалось сделать вот такие строения, что сваи глубоко, и вот эти технические помещения какие-то, даже какие-то, они под землей, ну, под уровнем вот этого насыпанного грунта, будем так это говорить, да, там песок, как бы песок речной, намывали специальными установками. Эта технология разработана еще во времена Советского Союза, потому что вот этот 202 микрорайон, он был намыт в то время. Вот даже тут под землей управляющая компания Якутска, видно, да? То есть вот такого чуда вы нигде в Якутске не увидите. То есть сначала сваи там метра 2 высотой, да? Ой, псина какая здесь, а? Green Market какой-то, продукты хозяйства, товары, химия. Green Market. О, кто-то машину свою забыл здесь, представляете? Так, ну я здесь немножко поснимаю. И что вот еще интересно здесь, вот тоже вход, да? Фрукты. Тут фрукты продают, вот туда вот спускаетесь под землю, да? Так будем говорить. И там ходите. Ну, там обычно не жилые квартиры, а какие-то с юбилеем, любимый Якутск. Магазины, там еще что-то. Вот в частности здесь сделано вот это вот паркинг там. Паркинг. Такая вот крыша, зеркало. Так, 203 микрорайон, корпус номер 4. Проходим. Смотрите, тут как интересно расписано. Вот эта стена, да, довольно симпатично. То есть не какие-то там каракули вот этих вот безобразных подростков или кто там вот, поганит стены. А вот так довольно симпатично. Какие-то арт-объекты, горы, леса. Угу. Ну вот Наташа, классическая закрывашка. Сейчас у нас стало это. То есть люди уже гаражи меньше стали брать, потому что... А здесь вот интересно, да? Смотрите. Так, сейчас мне надо будет паузу нажать. Смотрите, мы поднимаемся. Внизу гаражи, да? Какие-то помещения, а сверху вот такая вот игровая площадка. Как вам? Нормально, да? Сверху. И в том числе вот здесь вот для лиц, для колясок заезд. Слушайте, мне надо куда-то зайти. Рука замерзла. Так, вот я тут обнаружил какой-то мини-маркет. Давайте попробуем сюда сейчас зайти.
А у вас яйца по 120, да? Это я смотрю. 137? Десяток, да? А они чьи? Птицефабрика Экспо. А, экстра, да? Супер яйца. Интересно, да? И причем выходим мы вот такие чудеса прямо вот на дорогу, на землю. Так, а куда я хотел сходить? Я вот туда хотел сходить, еще там вам показать. Это интересно, тут этот квартал так спроектирован, что у него по центру находится вот здесь детский сад, я так понимаю, да? Детский сад. А вон там какой-то супер-пупер магазин. Каспер. Детский сад довольно-таки большой. Смотрите, сколько здесь. Вот этих игровых зон. И с той, и с другой стороны. Ну вот двор типичный такой. Так, а давайте вон туда забредем еще. Вот видите, да, машину подписывают. Ну вот этот чехол ферма подписывают таким образом, что бы не украли, как бы номер там какой-то пишут или какие-то узоры, потому что бывали уже случаи, что просто их воруют. Сардана, вот написано, детсад. А то тут сердечко вот такое нарисованное. Я люблю 203 микрорайон. Вот. Далее, да? Во. Как здесь все. Фух. А там вот дальше, по-моему, там школа уже идет. Школа, скамеечки, ну, естественно, тут никто. А здесь все у нас Ганза, Угород. Давайте зайдем сюда. А что такое? Почему? Все, я понял, вот здесь вот вход. Здесь вот сюда. А здесь что такое? Окружная администрация. Отдел опеки. Вот где это. Надо QR-код предъявлять, да? Да? QR-код, да? Ладно, я вот согрелся, пойдемте дальше. Постоял немножко и подошва прилипает. Подошва прилипает, как вышел. Так.
Вот тоже еще один дворик здесь. Вот смотрите, какие горы снега здесь насобирали. Вот такой вот дворик. Вон там заезд, внутренние гаражи. Ну и тут машины со всех сторон шныряют. Слева, справа. Так, вот сюда вот идем. Теплотрасса. Здесь уже, конечно, все продумано с теплотехнической точки зрения, чтобы были минимальные потери зимой. Потому что температуры, сами вы понимаете, опускаются до минуса у нас почти 60 градусов. А в зимнее время могут опуститься, поэтому теплоизоляция и теплопотери, они очень большое значение имеют. Очень большое значение с целью сохранения тепла. Так, вот. Тут даже сдают какое-то в аренду недвижимое здание 600 квадратных метров. Так, я вижу, там снежок убирают. А это школа, да? Я так понимаю, школа. Такая вот школа. Ну, красиво, все ново, современно. А здесь еще вот какой-то детский садик, да, цветик, семицветик. Вот, смотрите, он сейчас вот так вот своим ковшом подцепит и туда ее. Вот так вот снег убирают у нас. Он показывает, куда надо, с какой стороны подъезжать надо. Показывает, как дымит, да? Вот на морозе пар, все, вот этот дым, он гуще и гуще. Кстати, видали, да? Как интересно здесь все происходит. И туда ее потом. Опа. И готово. Тут вот такой вот симпатичный домик. На первом этаже какие-то здесь. А вон там дом на заднем плане в стиле Дубая. Видно, да? Как вот в Дубае отель Парус есть. Вот подобие. Там два таких дома. Так, а здесь у нас Рататуй. Гастро. Что там такое? Гастро. О, птичка сидит, воробушек, смотрите, как интересно, он что-то нашел там, и вот они так выживают у нас всю зиму. Ну, прячутся, естественно, где-то в каких-то теплых местах, на чердаках, еще где-то. Ох. Пекарня Белочка здесь, смотрите. Здесь интересная вот такая площадка. Такая вот площадка здесь интересная, детская вот. Все как-то по-новому сделано. Видно, да? Пекарня Белочка. То есть вы можете здесь какую-то свежую выпечку взять. И вот хорошо чаек взять и прийти и покушать. Так, вот куда я зашел? Куда мы с вами зашли? Я что-то не понял. А, вон там выход есть. Вот там выход на эту. Мы туда не пойдем, обратно пойдем. Кстати, может быть, меня не очень как бы разборчиво слышно, но вот все-таки у маски в ней потеплее будет. В ней потеплее, когда ходишь и говоришь, значит, не так холодно. То есть она... Так, а это что такое? Кофе. Таптау. 22 корпус. Вот. Здесь еще одно такое симпатичное строение. Ну, смотрите, здесь как бы машины, вот многие есть замороженные, а есть, которые под этими тентами
синтепоновыми под названием Наташа. И их, значит, периодически заводят. Они таким образом могут стоять под этим тентом всю зиму, и можно ездить на них. Вот видим здесь еще один подземный магазин. Оттуда вот куда-то вниз надо нырнуть, чтобы отовариться. Посудная лавка даже здесь есть. Ну да, вот так сделано. В общем-то, классно сделано. Вот эти дома, они по кругу, а детские учреждения, школы, детсады, они в центре стоят. Вот, смотрите, какой заезд сюда. Парковочные места там. Парковочные места. Да. Ух! Как она пыхтит всего. Велосипеды ждут до лета, наверное, да? До лета. Ну и вот я заметил, здесь вроде бы как зона без собак, но все равно, смотрите, собака же сходила это. Потому что я видел, что здесь выгул собак запрещен. Вот на некоторых домах такие есть вывески. Ну, чтобы они, соответственно, куда тут они будут, люди, с собаками ходить. Или на пляж, вот, да, здесь куда-то. Или же рядом с домами, естественно, собаки все загадят. Вот. Ну, температура, еще раз, под 38-39, вот сегодня писали. Ну, короче, под 40-ник. Ждем потепления, не знаю, будет, не будет сегодняшнего числа. Верить прогнозам тоже как бы не всегда надо, но посмотрим. Посмотрим. Вот еще один заезд. Подземный гараж, подземный паркинг. Вот здесь еще какое-то заведение детское под названием Мамонтенок. Мамонтенок. Ну и смотрите, тут как классно сделано. Это школа, вот это вот типа национального дома вот такой вот. Так. Ой, какие гигантские, смотрите, глыбы снега. Ого. Ё-моё. Это хорошо, то есть здесь снег, его убирают, и когда начнется тайка, то не так все сильно будет топить. Я понимаю, здесь вот эти вот этажи нижние, да, вот эти нижние этажи, которые под уровнем земли, они, я так понимаю, могут затопиться. Могут затопиться. Да, вот это школа точно. Там даже знак какой-то. Вот такие вот красоты вам снимаю я в мороз под минус 40. Фух. Так, ладно. Ну и все, мы с вами вот выходим. Получается, здесь выходим уже. И тут где-то есть проход туда наружу. Сейчас мы пройдем туда. Тут немножко ориентацию путаешь, когда, значит, блудишь. Так вот, по-моему, сюда можно пройти. Ну, здесь у них вот такие вот зоны. Это там для детей, да? Вот так вот все сделано. А это футбольно-волейбольная площадка. Ну, тоже что-то порвали. Уже местами нету. Странно. Что это все делает? Им делают, а они ломают. Смотрите, вот. Даже вроде бы в таком микрорайоне, где так все классно и надо охранять. Вот места. Это, по-моему, для курения зона, что ли. Потому что... А, вот это детская. Во, мы куда выходим? Вот сюда вот по этому проходу выходим. Опять же надо смотреть под ноги, потому что
гололед. Сами понимаете, аптека. И можно долбануться очень хорошо. Так, чувствую, телефон у меня уже замерзает. Так, вот отсюда вышли мы. Здесь аптека номер 5. И мы сейчас выйдем. Подождите, а как тут выйти-то? Я раньше, по-моему, здесь проходил, а сейчас я не пойму. 203, 35/1. Корпус. А, вон туда еще дальше надо идти. Это я здесь где-то близко. Ой, еще туда вон надо идти. Так что походим. Пока телефон снимает. А, здесь вот универсам. Удачная покупка. Мы открылись. Известная сеть магазинов. Там что-то делают с машиной товарищи. На улице. Вот в такой морозик-то что-то делать, да? Руки стынут моментально. Моментально руки стынут. Поэтому я не завидую автомобилистам. Автомобилистам не завидую, у которых что-то ломается. Что-то ломается, и приходится вот так мучиться. Ремонтирую машину на морозе. Так это я еще раз повторяю, это у нас еще ерунда, а не мороз. А вот будет минус 50, вот это уже все. Это уже все. Так, 30-й дом. А давайте вот сюда зайдем и туда выйдем. Такие проходы. Многим интересен этот микрорайон. Как он выглядит. Ну вот так. Тоже стандартно. Тоже. Они даже чем-то повторяются. Симметричные. Здесь вот эти зоны. Ну, большой микрорайон. Большой. Интересный. Конечно, вот с той точки зрения, что все рядом и никуда особо бегать не надо. Так, что мы куда выходим? Ну вот сюда выходим, да? Здесь пройдем. Пройдем. Экстрим съемки. Вот что будет с телефоном, я не знаю даже, так вот, если его постоянно морозить. Может он сломается быстрее. Так, все, и все, мы вышли здесь. Вышли, и вот тут вот дорога есть. Вот товарищ укрывает свою машину с Наташей. А у кого-то вот она собранная на крыше. Вот так они и перемещаются, короче. Доедут, эту Наташу распакуют. И все. Так, ладненько. Давайте. Шлепаем. Шлепаем. С вами отсюда. Вот здесь вот заезд какой-то есть. Такой вот кустарник. Ну и давайте я вам покажу. Вот такой круглый дом. Смотрите какой. Вот так вот. И он туда идет. Туда. Ну а мы с вами выходим. Опять тут очень опасно ходить. С этой стороны здесь гаражи теплые. Ну, с другой стороны, у кого здесь вот гараж купленный, допустим, имеется, да, то вообще классно. Выскочил быстренько, дошел, добежал до гаража, там машина теплая. Можно не заводить ее. Выходим. Но вот эта дорога, она, конечно, какая-то мрачноватая. Ее еще, видать, не доделали, поскольку микрорайон новый. Так, а тут главное туда вот не укатить. Главное вон туда не укатить. Так, что там бензин-то у нас? А, поближе подойти. Поснимать на 23-е ситуацию с бензином. Какие у нас цены. Вот здесь вот заправка. Насколько я знаю, против которой были когда-то жители вот этого
12 или 13-этажного дома. Они как бы протестовали, что так близко, если она рванет что-нибудь, то жильцы этого здания, они пострадают. Ну, деньги делают все, поэтому она здесь стоит. Так, снимаю 95-й 55-50, 92-й 93-70, 80-й 38-10 и ДТ 58-40. А здесь, смотрите, я люблю Якутск. Вот можете приехать и здесь фоткаться зимой в минус 50. По-моему, у меня начинает экран замерзать. У меня такие ощущения, вот так вот на морозе он начинает медленнее срабатывать. Какая-то задержка на экране. Вот здесь тоже есть выезд оттуда, с 203-го. Ну и мы сейчас по переходику пойдем вон туда. Но я уже тут прекращу, в общем-то, съемку. Вот такие дела у нас. Вот такая погода. Вот такие ощущения. Ну, сами видите, да? Кто был, тот знает. Кто не был, может и не стоит знать, что такое этот мороз, что холод. У нас мороз-то, он будет повторяться, в общем-то, еще и еще, потому что зима еще не наступила. Вот 15 секунд. Зима-то еще не наступила. И декабрь, январь, февраль, все морозные месяцы, они еще впереди. Самый трэш еще впереди. Ладно, все, всем пока.